Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами узнаем, что он думает о вас прямо сейчас, в этот самый момент. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему и спросите, что ты думаешь обо мне прямо сейчас, в этот самый момент. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. О мосте он думает с вами, о встрече на мосте он думает с вами. Слушайте, как мило, как интересно. О встрече мужчина думает о встрече. Мужчина очень сильно соскучился. Ему очень сильно хочется вас увидеть. Возможно, этот мужчина, кого вы загадали, где-то далеко от вас находится. Либо наоборот, он едет сейчас, допустим, я не знаю, с работы. Да, либо у него там, может быть, вы все разные, в разных странах живете, там обеденный перерыв, и он такой думает, ой, как бы мне успеть заскочить, там ее увидеть. Да, о встрече, он думает о встрече, он думает о том, что очень сильно соскучился, хочется вас обнять, к себе прижать, поцеловать, со всеми вытекающими, девочки. Мост. Кстати, в сакральном смысле мост — это улучшить ваши отношения, проработать ваши отношения, вывести отношения на новый уровень. Да, потому что мосты всегда означают сближение, либо улучшение отношений между людьми. Так что, мои хорошие, все даже очень и неплохо. Так, еще он показывает свое желание к вам. Желание вас, вот знаете, какое желание? Как ребенка взять на руки, вот, прижать к себе крепко-крепко и не отпускать. То ли у вас сейчас в жизни проблемы, то ли вы с ним говорили и сказали, что вы там себя чувствуете как-то плохо, грустно. И вот хочется вас взять и не отпускать. Защитить от всего мира хочется. Да, но явно соскучился. Даже если вы там расстались сегодня утром, а смотрите отсыпку вечером, то он очень по вам соскучился. Хочу быть рядом, хочу обнимать, хочу целовать, хочу от всего мира защитить. Да, хочу провести с ней время. Ну, а если вы в разлуке, то понятно. Очень тяжело ему дается разлука с вами. И каждый день вдали от вас — это мучительная пытка. Да? Вот прям дни очень длинные, резиновые, время очень медленно тянется. И каждый вот этот день вдали от вас, он мучительный, муки ему приносит, муки и страдания. Все мысли о том, как бы с вами встретиться, как бы вас обнять, поцеловать, своей назвать. Так, еще мужчина думал о том, что он в чем-то был очень сильно неправ, и ему хочется это сказать вам в глаза, то есть признать свою какую-то ошибку. Был неправ, не прислушался, не принял к сведению, может быть, даже он где-то там вильнул хвостом и в чем-то вас, например, обманул. Вот, хочется это признать, глядя вам в глаза, и вот честно-честно вам сказать, что вот прости, родная, прости, любимая, был неправ. Я виноват перед тобой, я там такой-сякой. Но опять же, вы все разные, и вина у мужчины тоже, у всех мужчин вина тоже разная. Ему еще хочется перед вами раздеться. Но это, я думаю, не в прямом смысле, хотя, может быть, и в прямом тоже. Быть перед вами нагим значит быть абсолютно честным. Ничего не прятать, ничего не скрывать.
Но у кого-то так и отыграется. Вот хочу раздеться, хочу показать, какие у меня там мускулы, какие у меня там кубики на прессе, да. Вот хочу, чтобы она меня голенького увидела. Но мне почему-то кажется, что он хочет какую-то правду вам открыть, либо быть с вами абсолютно максимально честным, да, чтобы ничего там не мешало, чтобы у вас никаких вопросов не было, и чтобы доверие между вами сформировалось. Поэтому и хочется ему перед вами раздеваться. Так, а еще этот мужчина мечтает увидеть вас в каком-то наряде, красивом наряде. Может быть, он вам какое-то платьечко прикупил, может быть, он вам денежку на какой-то наряд дал, а может быть, это наряд невесты, да, потому что очень такой красивый наряд, торжественный наряд. Запросто может быть. Он об этом думал, он об этом думает, и он прям мечтает вас увидеть в каком-то наряде. Да? Самому, значит, перед вами раздеться, а вас увидеть в каком-то наряде. Так, еще он мечтает почему-то о крыльях. Ну, крылья. Может быть, там сидит такой грустный, слезы с глаз смахивает и думает, были бы у меня крылья, стал бы я птицей, там, махнул бы крылом и был бы рядом с ней. Ну и также крылья говорят о какой-то легкости. Да, вот я хочу легкости. Легкости в отношениях, легкости, может быть, в жизни. Да, о крыльях думает. Хочу крылья, говорит за спиной. Так, и еще. Здесь рядом с мужчиной, с левой стороны, какая-то женщина прорисовалась. Женщина с рогами. Может быть, это его жена, если вы смотрите на женатого. И также может быть женщина, которая жизнь мужчины превращает в ад. Это может быть там и начальница его, и может быть мама его, такая демоническая мама, которая там все кошмарит, контролит, всех, вернее, кошмарит, контролит. Ну вот вижу я эту женщину, и он очень сильно хотел бы, мечтал бы, чтобы вы про эту женщину, либо про ее действия никогда не узнали. Но вот она рогами прямо в него упирается, значит, она ему больно делает. Может быть, шантажирует, может быть, там упрекает в чем-то, может быть, какие-то задания невыполнимые дает, там, унижает его, может быть. Что-то она такое плохое делает, прям рогами его, ну, упирается в него рогами, боль причиняет. И он всеми силами пытается от вас эту женщину скрыть, ну, либо ее действия скрыть, да, что она с рогами, чтобы вы никогда об этом не узнали. Очень он, кстати, боится этого момента. Может быть, он вам сказал, что не женат, либо сказал, что у него там все везде схвачено, все замечательно, никаких проблем в жизни нет. А проблемы-то есть. Ну, вернее, проблема именно в этой женщине, и то, что она рогами его бодает своими. Так, а еще мужчина мечтает, чтобы вы на какой-то большой черепахе катались. Но черепаха – это замедление, с одной стороны. С другой стороны, черепаха – это стабильность и долголетие. Да, у одних из вас отыграется, что мужчина мечтает, чтобы вы были здоровенькая и очень долго-долго жили, да, были вместе, и все у вас было замечательно. Да, может быть, он переживает, правда, за ваше здоровье, либо, знаете, как все бывает, да, там всякие случаи не очень хорошие в жизни, там несчастные случаи. Но у одних отыграется, что мужчина молится, желает, чтобы вы были здоровенькая, и чтобы жизнь у вас была максимально долгая, длинная. А у других отыграется, возможно, он вас ревнует к вашим успехам, либо к вашей работе. И он хотел бы, чтобы вы сбавили обороты, да, чуть помедленнее там развивались, карьеру строили, либо бизнес вели, и больше времени посвящали, уделяли ему. Да, чтобы на черепахе катались, чтобы все медленно было, медленно, а не так, как у вас сейчас, как на ракете, на комете мчитесь. Да. Кстати, он еще думает о том, что вы немножко русалка. Ну, русалка на самом деле в песке это такое. Женщина с секретом, женщина, которая любого с ума может свести, женщина, которая играет мужскими сердцами, такая сердцеедка. С одной стороны, его это будоражит, то, что вы русалка, а с другой стороны, немножко пугает. Кстати, думая, что вы русалка, мужчина может подозревать, что вы его к себе, не знаю, присушили, приворожили.
Что-то такое с ним сделали, что он никак не может вас забыть. Да, ни на секундочку, ни на минуточку не может вас забыть. Постоянно о вас думает и постоянно его к вам безумно тянет. И он такой: точно, она русалка, она меня приворожила. И все, теперь я вечный ее раб. Да? Теперь нет мне смысла в жизни без нее. Ну, я не вижу, чтобы он как-то особого, конечно, значения этому придавал, но такие мысли в голове у него проскакивают. Но правда, он к вам привязан и физически, и эмоционально, он постоянно о вас думает, постоянно вас вспоминает. Я даже больше скажу, кого-то отыграется, что он вас представляет или разговаривает с вашей фотографией. Ну, какие-то вопросы обсуждает, там, совета вашего спрашивает или думает, а как бы поступила она, либо что бы она сказала там, по поводу того, либо этого. Ну, есть. У кого-то из мужчин 100% такое есть. Общаться с вашим образом, общаться, ну, типа в кавычках с вами. Есть такое. Так, и еще важную вещь вы должны знать. Вы ему сегодня снились. Ну, этой ночью вы ему снились. И сон был очень приятный. Я не могу сказать, что конкретно, но он проснулся в прекрасном расположении духа. И вот практически весь день он прокручивал этот сон в голове, там, сам себе улыбался, сам себя там обнимал. И такой думает: блин, как же я по ней скучаю, как же я хочу скорее к ней. Да, девчонки, хороший был сон, приятные впечатления оставил этот сон. Так, и еще, у кого-то из вас отыграется, что мужчине какое-то дело либо задание предстоит очень сложное. И вот он собирается это с вами обсудить. То ли совета вашего спросить, попросить, то ли вас в известность поставить, что вот там то-то, то-то нужно будет делать, и я там то ли буду занят, то ли мне придется в командировку ехать. Да, вот в таком ключе информация. Он понимает, что вы там расстроитесь, либо обидитесь, и максимально оттягивает этот момент. Момент разговора. Да. Здесь только хорошее. Плохого здесь точно не вышло. Хорошее. Даже вот это подозрение в том, что вы русалка, оно тоже неплохое. Он, когда об этом думает, он умиляется, улыбается. То есть, да, все-таки не страшно, а приятно. Немножко нервишки щекочет, и все-таки это приятно. Да, все-таки я ей нужен, раз она меня приворожила. Значит, есть интерес ко мне. И, кстати, вот еще, пока мы не закончили, рядом с вами очень много волн. То есть, возможно, вы свое отношение меняете к мужчине, либо вы всегда с ним разная. Вот он не до конца понимает, насколько вы серьезно к нему относитесь, либо насколько сильны ваши чувства. Вы как будто бы на нервах у него постоянно играете. Вот он не знает, чего от вас ждать. С одной стороны, это его очень беспокоит, а с другой стороны, это тоже его будоражит. Потому что вы разная, вы как, знаете, красивая такая книга, которая ему недоступна. Ему очень хочется ее прочитать, но он может только лишь на нее смотреть, и то из-за стекла, да, как будто бы вот за витриной он стоит и смотрит на эту прекрасную книгу. В том же духе, девочки, этот мужчина будет ваш и только ваш. Вот такая вам подсказочка. Так, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.